Нет ничего хуже, чем потерять зрение. Каждый из вас боится этого примерно так, как боится умереть. В этом небольшом ролике вы узнаете о существовании другого мира, о котором мы особо не слышали, но он где-то рядом и уж точно не видит нас. Слепота делает повседневную жизнь людей более сложной, потому что мешает выполнять самые простые и привычные действия. Но она не может помешать развитию настоящего таланта для реализации себя как личности, если человек прикладывает для этого определенные усилия. У людей с проблемами зрения возможностей для получения эмоций меньше, чем у тех, кто не ограничен в свободе передвижения. Однако и это не повод для уныния. Среди незрячих гораздо больше занимающихся творчеством. Будь то вязание или игра на музыкальных инструментах, но это то самое движение, которое позволяет понять, что ты еще живой. И новый день не должен быть обязательно серым. Мы расскажем словами самих людей об их жизни. Эти люди еженедельно заказывают в специальной библиотеке книги для доставки на дом. У каждого героя нашего видеоролика есть свое дело, которое помогает ему жить. Рита Ильтимировна Плаксина. Почему-то считают, что незрячие способны к довольно ограниченному кругу занятий. С этим стереотипом можно и нужно бороться. В специальной библиотеке много талантливых и творческих читателей. Одной из них оказалась мастерица Плаксина Рита Ильтимировна. Кто-то возразит, что вязание – это трудно или даже несовременно. Но что тут ответить? Рита Ильтимировна начала создавать свои произведения искусства, выйдя на пенсию, по книге Ирины Бикиной. Свои изделия щедро дарит своим близким и родным. Глаза наши – это окно в мир. Они помогают идти в нужном направлении и избежать вероятной опасности. Зрение дает нам более 80% информации об окружающей среде. Но вдруг что-то случится, и мир начнет расплываться перед нами. Расплывчатая картинка. Что, если зрение начнет портиться? Испорченная картинка на экране сократится до булавочной головки, маленький круг на экране, или просто пропадет совсем черный экран, и на этом же черном фоне. Какой цвет я вам сейчас показываю? Улыбаюсь или грущу? Нет, я не забыла снять крышку с объектива и не сломался экран. Просто так себя ощущают слепые люди. Виталий Георгиевич после потери зрения в период реабилитации обучился бумажному делу в Волокамском центре реабилитации и образования для незрячих. Сейчас дядя Витя работает в маленькой типографии и создает крафтовые блокноты. На резаках готовит обложки и нарезает листы, после чего разглаживает бумагу на прессе и сшивает конструкцию воедино. С продажи продукции умелец зарабатывает немного. Признается, что порой просто дарит свои изделия добрым людям с пожеланием любви, радости и здоровья. На протяжении всего существования человечества, в том числе и в древности, рождались слепые люди, теряли зрение в силу различных обстоятельств в течение жизни. Многим людям это не помешало стать талантливыми и достичь определенных высот в искусстве или науке. По статистике, 10-ю часть населения планеты составляют инвалиды, многие из которых одаренные и талантливые личности. Желание жить и украшать свою жизнь и жизнь своих близких лирическими звуками музыки разбудили у Шерзода интерес к игре на фортепиано. Имея абсолютный слух, хорошее чувство гармонии и музыкального такта, любовь к импровизации помогли обучению музыке. Свое обучение у Галины Николаевны Королевой, Дамира Мингизетдиновича Тагирова и у Дмитрия Анатольевича Бурова он вспоминает с теплом и трепетом. Ему всего 37 лет, а премий наград уже столько, что, пожалуй, не счесть. Так, помимо всего прочего, Шерзод стал дипломантом конкурса «Гармония звука», организованном Башкирской республиканской организацией Всероссийского общества слепых, а также занял призовое место в международном конкурсе музыкантов в городе Курск. Ежегодно Шерзод участвует в конкурсах и фестивалях, проводимых для музыкантов.
Полиенко Раиса Николаевна. А правильно ли мы используем свое зрение? Вам не кажется, что как-то мы к нему сильно привыкли? Согласитесь, мало кто из ваших знакомых будет с восхищением и трепетом смотреть на багровый пылающий закат или любоваться хаотичным полетом искр ночного костра. Именно такую красоту окружающего мира сквозь преломленную поэтичность своей души видит Раиса Николаевна в окружающем мире стихов. Раиса Николаевна является активным читателем специальной библиотеки уже многие годы, и мы с уверенностью можем сказать, что эта женщина, как читатель и как человек требовательна, очень эрудирована и обладает развитым художественным вкусом. Ее поэтические пристрастия определяют ряд российских поэтов, таких как Эдуард Асадов, Алла Савушкина, Любовь Рыкалина. Султанов Толкын, майор в отставке, летчик, замкомандира эскадрильи военно-воздушных сил Российской Федерации. Родился в Фергане. Я искренне восхищаюсь этим мужественным и целеустремленным человеком, который доказал своим примером, что нет никаких преград, которые нельзя было бы преодолеть. Он не потерял веру ни в себя, ни в людей. Меня зовут Султанов Толкын. Я в прошлом военнослужащий, сейчас уже в отставке. Да. Заканчивал наше Уфимское вертолетное училище в свое время, да, отслужил, так сказать, заслуженный военный пенсионер. Да. Вот так получилось, что в 2013 году жизнь, судьба повернулась у меня на 180 градусов, так сказать. Да. Получилось так, что я заболел, но мне я как летчик каждый год проверялся, все, у меня здоровье было нормально. И так получилось, что человек заболел. Вот. Ну, жизнь продолжается. Я, конечно же, в 2013 году, 13 августа, мне поставили такой диагноз — атрофия зрительного нерва. Вот. Но, несмотря на это, мне помогли общество слепых. У нас в Уфе очень прекрасное общество слепых. Есть у нас в Уфе работники библиотеки, которые помогают до сих пор. Вот они мне посоветовали поехать в Волоколамск. Вот, для реабилитации. Это Волоколамск, Подмосковье, центр реабилитации слепых. Вот я поехал в 2015 году туда. Конечно, я поехал туда, был потерян, казалось, что жизнь уже все закончена для меня. Казалось, что уже все, невозможно ничего повторить назад, все, я ничего не вижу, все тяжело. Но когда приехал в центр реабилитации слепых по Волоколамск, Подмосковье, я понял, таких как я, 68 человек собралось там. Тоже зрячие, незрячие, полузрячие. Вот. Как говорится, под взглядом мы их говорим. Да. Там очень хорошие условия для слепых, для инвалидов по зрению. Да. Вот. Там спортивные залы, там очень поставлена учеба, хорошая поставлена учеба, распорядок, питание. Все отлично. Я там был в реабилитации 3 месяца. Учился, как и все. Вот. Учился заново, учился ходить, заново общаться, заново учиться всему этому, уже будучи в темноте. Ну, всему это очень хорошие психологи, Вот. Мне очень понравились. Они меня, можно сказать, поставили на ноги, так сказать, вернули свет в эту жизнь. Потому что эти психологи, да, действительно профессионалы своего дела. Когда приехал туда, я был очень поникший. Мне не хотелось бы уже жить, что ли, или как так говорят, да, уже ничего не хотелось. А когда я оттуда вышел, я выпрямился. Мне плечи выпрямлены, голова поднята. И сам себе сказал, жизнь продолжается. Да, так получилось. Но это не значит, что жизнь закончилась. Жизнь продолжается. У меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть внуки. Для них, для себя я должен жить. Надо жить. Обязательно надо жить. Проживать каждый момент.
каждый солнечный день, каждый дождливый день и радоваться этой жизни, быть счастливыми здесь и сейчас. И на меньшее не стоит соглашаться. Видящие и незрячие. В чем разница? Иногда смотришь, но не видишь, не понимаешь. Видеть еще не значит знать. У каждого свое кино, и каждый сидит перед огромным экраном и смотрит только свой фильм. Мы любим глазами, дружим глазами и злимся глазами, потому что по-другому не умеем. Не знаем, как можно иначе. Нам нужны веселые яркие картинки, а у них одна темнота на всех. Но в душе они светлее многих зрячих, хотя живут во мраке, и им там уже не страшно. Фильм совсем не про жалость. У многих людей с ограниченными возможностями здоровья сила воли гораздо сильнее, чем у кого-либо из нас. Это история о том, как найти свой свет. Эти люди свой нашли. Выгляни в окно, посмотри на небо. Жизнь прекрасна. Так давайте радоваться каждому дню. Ведь счастье – это так просто. Оно внутри каждого из нас, независимо от того, смотрим мы на этот мир глазами или душой.